Доброе утро всем. Уже следующий день у нас. Сейчас будем менять пыльники на задних приводах. Купил пыльники. Опять же дали мне не оригинал, конечно, силикон. Наверное, скорее всего, Китай. Поставим их. Так, на этой стороне, по-моему, один у меня порванный, на той стороне два. Ну, сейчас снимем, посмотрим. Сейчас снимаем колесо. Снимаем крышки, чтобы добраться до гайки, до ступичной. Все, а привода у нас там изнутри, они отстегиваются болтами. Ну, сейчас, все это сейчас дальше увидим. Ну все, вот эту сторону я сделал, левую. Сейчас будем делать правую сторону. Сейчас я вкратце покажу, как она делается. Как я делал, можно так сказать. Конечно, никого не заставляю делать по такому же сценарию, но как делал я. Так, ну, во-первых, какой инструмент нам потребуется? Естественно, домкрат, баллонник, либо вороток с головкой, ключ на 17, ключ на 14, стамеска. Для чего вот это нужно? Ключи на 17 и на 14 нужны, чтобы открутить привод от редуктора. Стамеска нужна, чтобы отколупать крышечку, которая закрывает ступичную гайку. Молоток, само собой, потребуется. Ключ на 36. Головка, либо вот такой вот ключ ступичный, либо головку можно на 36, чтобы открутить ступичную гайку. Пассатижи. И, возможно, вам и не потребуется, но в моем случае точно потребуется тяжелая артиллерия, труба. И, скорее всего, кувалдочка. Такая небольшая. Минимальный набор, что вам потребуется для замены пыльников на задних приводах Pajero 3. Возможно, потребуется что-то еще, например, отвертка плоская. Кстати, да, вот возможно она потребуется. Сразу ее возьмем. Сразу приготовим хотя бы вот такую плоскую отвертку. Гайки сорванные, можно там кратить машину. Ставим кирпич, брусок. Если у вас, конечно, машина ниже, у меня 33 колеса, то, соответственно, наверное, брусок вам и не потребуется. Ставлю я в это место домкрат. Тут есть такая ямка, углубление. Берем палочку. Так, у меня что-то закручено, все. Угу. Домкратим. Так, вроде колесо висит. Так, крышка вообще навье. Скорее всего, так же, как и на той стороне, ни разу никто не менял, не снимал, не менял пыльники, привода не менял и вообще не снимал ничего. Скорее всего, первый, кто лезет в этот узел в России, да и, мне кажется, даже в Японии сюда не лазили, потому что крышка идеально ровная, новенькая. Сейчас я сниму ее, и я на 99,9% уверен, что там все будет внутри заводская гайка, заводской шплинт, полностью все завода. Чтобы снять эту крышечку, нам потребуется молоток и стамеска, либо отвертка. Берем и подстукиваем потихонечку. Обстукиваем вот так вот со всех сторон. Ну вот уже потихонечку пошла. Теперь вот так вот по чуть-чуть со всех сторон аккуратненько вытаскиваем ее.
все. Но здесь я точно сказать не могу. Ну, возможно, что это и есть завод. С той стороны красивее все было. И тут реально, смотрите, вообще все заводское. Идеально вообще, гайка идеальная. Шплинт идеально лежит. Реально это получается, что я первый, кто сюда залез. Ну, крышечка вся ровненькая. Это я так ее закоцал. Ладно, сейчас вытаскиваем шплинт, откручиваем гайку. Чтобы открутить ступичную гайку, нам надо поставить обратно колесо, без этого колпачка. Берем ключ ступичный, трубу и пытаемся открутить. О, пошел. Чуть-чуть щелкнул. Все, пошла. Далее нам потребуется ключ на 14 и на 17. Изнутри ставим на 14, снаружи на 17. И откручиваем. Можно сразу сорвать несколько гаек. Сейчас машина стоит на ручнике и на парковке. Вот так вот. Ну вот мы две гайки сорвали, сейчас их откручиваем. Либо можно сразу поддомкратить машину и поставить, снять с ручника и поставить на нейтралку. Но прежде чем домкратить, подставьте обязательно какие-нибудь противооткаты. Я поставил кирпичи под передние колеса. Теперь прокручиваем привод. Один ключ упираем в тягу, другим будем откручивать. Затянуты очень сильно, поэтому надо брать трубу. Оп, щелкнул. Все, вот так вот каждый болт отстегиваем и снимаем привод. Он опустится вниз и вытаскиваем его. Привод открутил. Так вот аккуратненько снимается он. И вытаскивается. Либо не вытаскивается. Так вот. Опа. Вот и все. Привод снят. Далее делаем ремонтные работы, либо ставим новый. Мы будем производить ремонтные работы по замене пыльников. Мы имеем привод. Будем снимать наружную гранату, шрус. Для этого сначала снимем все вот эти вот хомутики, удалим резинки и немножко вычистим, чтобы нам было видно, куда дальше бить молотком. Так, ну все, я немножко протер грязь эту всю, смазку убрал старую. Пыльники сдвинул сюда, порванные. Теперь берем привод, держим его вот так вот вертикально вниз и бьем по внутренней обойме.
Все. Шрус снят. Сейчас мы все это дело вымываем. Можно бензином, можно хоть чем. Любым чистящим, моющим и обезжиривающим средством. Вымываем всю вот эту грязь, которая тут скопилась. Ну и заливаем новую смазку. Одеваем пыльники. Кстати, сейчас покажу, как разобрать внутреннюю гранату. Можно снять через вот эту крышечку, через верхнюю. Там будет стопорное колечко, и через него можно все это снять. Также можно разобрать через пыльник. Снимаем пыльник. Сейчас покажу, как разобрать внутренний шрус. Ну вот, смотрите, снял я пыльники. Здесь есть по ободку, по вот этому большому, тут есть колечко. Надо его нащупать. Вот оно. Оно такое маленькое, легко снимается. Это колечко держит внутренний шрус. Теперь можно вытащить его. Вот и все. Теперь все это дело можно помыть. Так вот разбирается привод. Как я уже вначале говорил, что можно через эту крышечку. Крышечку открываете, и здесь на валу есть маленькое колечко стопорное. Можно его тоже снять и вытащить, ну то есть в ту сторону все это дело. Сейчас я это все буду мыть, помою и будем ставить новые пыльники. Это я показывать не буду, надеюсь, это может сделать каждый. Покажу единственное, как забить гранату. Ну, как забить назад новый шрус. Ну, тут тоже, в принципе, ничего сложного. Никогда не бейте по валу, потому что вы завальцуете резьбу и потом не накрутите гайку. Бейте вот куда-нибудь сюда молотком. Как-нибудь так. Так, без разницы, как-нибудь бейте. Но ни в коем случае не надо бить вот так. Это неправильно. Все. Также назад потом собираем. Главное, смотреть надо, чтобы колечко никуда не ускакало. Ну, вот так вот все это дело разбирается. Собирается все в обратной последовательности. Показывать я это не буду, как это все собирается. Так, ну вот, получается, внутренний шрус я уже собрал. Сейчас покажу, как забивать верхний. Получается, сначала не забываем поставить пыльник. Вот видите, да, пыльник я одел. Также накинул хомут, гранату сверху накинул. Предварительно в гранату набил смазки внутрь. Сейчас бьем не сюда, а бьем по краю. Дома. Теперь одеваем пыльник. Ну, намажем немножко еще смазки сюда. Одеваем пыльник и ставим все на машину. Так, ну вот и все. Привод стоит на своем месте. Вот он. Так, сейчас колесо у меня крутится. Надо опускать домкрат. Затягивать гайку ступичную. Потом опять немножко поднимаем домкрат. Снимаем колесо, одеваем крышечки на литье, на ступицу. И все, ставим назад колесо и готово. Ну все, кому понравилось такое видео, ставьте палец вверх, кому оно было полезным. Комментируйте, спрашивайте. Что знаю, то подскажу, расскажу. С чем сталкивался. Ну все, всем пока.